Лекция, посвященная прозе Валентина Распутина, будет не такая по времени большая, но я думаю, что эта лекция станет продолжением того, что мы говорили и о военной прозе, и прозе деревенской. Валентин Григорьевич Распутин родился в 1937 году. В прошлом году страна отметила его 80-летие. Родился он в селе Усть-Туда Иркутской области. Детство прошло в селе Аталанка на реке Ангаре. Оба родных села писателя впоследствии попали в зону затопления после строительства Братской ГЭС. И это событие, это как бы исчезновение двух родных деревень, быть может, и сделало Распутина большим русским писателем. Да, он родился на реке Ангаре. Река Ангара станет героиней всех его произведений. Может быть, он даже так и говорил в своей статье «Откуда есть пошли мои книги». Именно тогда, когда он совсем маленький, был поражен волшебной красотой и силой родной реки. Не может быть, чтобы я ничего там не высмотрел, не занес в свою душу что-то такое, что сделало ее чувствительной и подвижной. Окончив местную начальную школу, он вынужден был уехать за 50 километров от дома, где находилась средняя школа. И об этом периоде впоследствии будет создан знаменитый рассказ «Уроки французского». После школы он поступил на историко-филологический факультет, после окончания стал военным корреспондентом, очень много работал в газетах, писал очерки, рассказы. И эти сборники широко публиковались в 60-е годы. Но после того, как он написал о покорении Сибири, Ангары, там, какие-то такие соцреалистические вещи, он написал рассказы, посвященные смерти, посвященные старухе. «Эх, старуха», вот такой вот был рассказ, который стал уже предвестием, предтечей его затем повестей о мудрых старухах, хранительницах очага природного космоса. То есть вот эти вот первая повесть «Деньги для Марии» и особенно повесть «Последний срок» появились, в них появился мотив памяти, связанный с образом и женщин, старух, у которых есть прошлое, они оглядывают современный мир, но противопоставляют его вот этому прошлому. То есть вот этот атрибутивный признак, деревенской прозы, противопоставление города деревне, он именно в таком, что ли, художественном, метафорическом смысле дан. Вот эти его старухи, старуха Анна, потом старуха Дарья в повести «Прощание с матерой», они очень близки Распутину. Иногда их сознание, их точка зрения очень близки автору, родственны ему. Вот эта сосредоточенность на работе памяти, судить себя родовым судом какой-то сверхличной силы, помнить о многом, чувствовать свои чужие грехи как собственные, обладают они чувством ответственности от того, что заповеди рода, племени, общины, как бы нравственности народной, они забыты, и они страдают от этих отступлений, от заповедей. Я говорила о том, что «Прощание с матерой» – это как бы произведение, которое стало последним, после которого направление деревенской прозы стало затухать. О чем говорится в этой повести? Здесь остров Матера, заметьте, какое название, да, очень важное,
символическое, должны затопить, чтобы построить электростанцию на уже искусственном море, которое образуется вот в месте этого строительства. И старуха Дарья, сидя за самоваром, вот, и таким тоже символом общности рода с другими материнскими старухами, остро понимает, что пришел конец острова, что в этом есть и их вина, этих старух. Дарья чувствует свою вину перед родителями, которые похоронены на кладбище, и это кладбище тоже уйдет под воду. Ей стыдно за то, что внук Андрей не ощущает эту боль, эту ответственность за затопление острова. Она, конечно, может быть, и согласится с тем, что электричество нужно, что это очень полезное дело, но ей горько, что у него нет боли в душе, нет памяти в сердце, а такой человек лишен цельности личностного начала. Вот ее слова: «Не прошелся по матере, не погревал тайком, что больше никогда не увидит, не подвинул душу». Так она горюет, глядя на своего внука. Извините, здесь вот был кадр из кинофильма, где старуха Дарья сидит на кладбище, перед могилами и кается перед родителями. Я-то виноватая, виноватая. Я уже потому виноватая, что-то на меня пало. И прощаясь с ними, она чувствует такую вину, она даже видит их, как будто они стоят, все, кто похоронены на этом кладбище, и смотрят на нее с укором. Вот это ее видение передает ее боль, ее вину. И Дарья что делает? Она белит свою избу, моет, как перед тем, как похоронить, да, как делают это по обряду. Она оплакивает свою избу, потому что она действительно будет похоронена на дне искусственного моря. Прощаясь с домом, она долго, вот здесь вот, прощаясь с домом, помнила только, что шла и шла, сама не зная куда, до вечера, старухи не могли найти ее. Так горюет она по тому, как она похоронит свою избу, деревенскую избу, символ ее деревни, матерый, символ ее прошлого. Ну вот название, да, этой деревни, это такой вот вроде бы остров, да, на Ангаре, но это еще и деревня, мать-земля, мать-родина, материк. Так. И вот пожогщики, значит, начинают жечь эту деревню, начинают с кладбища, потом саму деревню. Это вот как бы уже пепелища, мельницы. «Ох, нелюди мои, боли никто», произносит свой приговор Дарья, глядя на это пепелище. Ну, я должна сказать, что есть фильм «Прощание», который поставлен по повести Распутина, и как бы два автора, Лариса Шепетько, Элем Климов, муж и жена, сняли этот фильм, потому что не могли не снять его, так же, как не мог не написать матеру сам Распутин. Еще один женский характер Настена в повести «Живи и помни», она тоже протагонист, автора, она тоже как бы авторские суждения о мире, поступки, как бы в ее поступках вот все проявляется авторское начало. Она переживает трагизм выбора, муж дезертир, и эту вину за дезертирство мужа она берет на себя. Стыдно, всякий ли понимает, как стыдно жить, когда другой на твоем месте сумел бы прожить лучше,
горюет Настена. Это тоже продолжение характера тех старух, которых вывел Распутин в своих деревенских повестях. Но я должна немножечко все-таки сказать о той идее, которая объединяет Распутина и с писателями-деревенщиками, и с писателями, авторами лейтенантской прозы. Дело в том, что здесь мы видим не только проблему исторической судьбы русского народа, мы видим еще и идею, которая как бы противостоит вот идее сверхличной силы, рода, племени, преданность которым живет в старухах, например, Распутина. Но и все-таки эти старухи – это такие яркие, цельные личности того, чего не достает их детям. Но вот рассказ о ребенке, да, который стал классическим рассказом, уроки французского. Да, там есть противопоставление прошлого и настоящего. Главный герой – мальчик и в то же время взрослый, ставший взрослым, который вспоминает о своем детстве. И есть город или райцентр, да, который противопоставлен деревне. И есть мир, как бы такой вот алчный мир райцентра. И есть вот эта деревенская жизнь с ее деревенской моралью, что незаработанное – это грех. Игра вот в чику, которую мальчик играет, это же ведь азартная игра. Но мы-то знаем, что мальчику нужно в этой игре нужно только добыть рубль, чтобы купить молоко. Он страдает, стакан молока, он страдает малокровием. Но мальчик отличается от взрослого рассказчика, героя-рассказчика, потому что именно в нем нет вот того, что есть в этом взрослом рассказчике. Смотрите, вот замечательный титул, замечательная картина, обложка, не обложка, а титул этого рассказа. Дело в том, что рассказ начинается вот с этого чувства вины, который живет во взрослом мальчике, во взрослом рассказчике, который вспоминает свое детство и себя, мальчика, играющего в чику, а затем учительница, пожалевшая его, играет с ним в пристенок, чтобы только он имел возможность купить этот стакан молока. А заканчивается тем, что директор застает, ну вы все это знаете, этот рассказ, застает за этой азартной игрой учительницу и ученика, и она будет уволена и уедет. Уедет, он расстанется. Но дело все в том, что он никогда не принимал от нее каких-то вот подарков. Она садила его за стол, когда занималась с ним французским языком, потому что он был очень способным мальчиком. И от всего отказывался, потому что деревенская мораль не позволяла ему брать вот эту как бы помощь, унизительно брать вот то, что не заработано. Вот даже там говорится, упрямства мне хватало на 10. А как-то она ему послала посылку по почте, только чтобы мальчик не голодал. Она прислала ему макароны, такие длинные, значит, вот эти вот палочки макарон, которых в деревенском магазине вовсе не было, и мальчик никогда бы и не понял, что это такое, но он понял одно, что снова учительница обманывает его, предлагая эту свою помощь, которую он не может из-за своего упрямства, из-за своей гордости принять. А после увольнения учительницы среди зимы, так заканчивается рассказ, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл ее, достав опять топор из-под лестницы, как и в прошлый раз, аккуратными плотными рядами мне лежали трубочки макарон, как и в прошлый раз. А внизу в толстой ватной обертке я нашел 3 красных яблока. Я раньше видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они. Вот это послание из учительницы, послание в виде этих 3 яблок, на картинке, правда, их 2, 3, видимо, в коробке, 3 яблоко,
Это послание из того мира, где учительница как бы говорит мальчику: надо доверять людям, надо быть шире вот этой своей деревенской морали. Она все-таки узка, каждому надо делать выбор. И если ты не сделаешь выбор, то и не станешь личностью. А выбор этот заключается вот в том чувстве вины, которое и приятие чужой помощи, и чувство последующей вины, если ты не принял эту помощь, о котором говорится в зачине. Это чувство вины делает уже взрослого как бы рассказчика личностью, но ведь и мальчик, увидев эти яблоки, они ярким светом открывают ему истину о том, что надо в любой ситуации широко смотреть на мир, личностно. Вот это отсутствие личностного начала беспокоит Распутина. И это чувство вины, которое есть у его старух, и есть вот в «Мальчике» из рассказа «Уроки французского», это чувство вины и есть чувство очень важное, чувство личностное, которое обеспечено работой памяти, совести, ответственности, и без них нет глубины человеческой личности. Так говорит Распутин, писатель, в этом рассказе. Дело все в том, что этот рассказ очень оптимистичен, как раз вера писателя питается вот верой в русский национальный характер. Об этом он говорит и во всех своих остальных произведениях, которые он напишет в 80-е годы, 2000-е годы. Многие произведения автобиографичны, они передают чувство вины, потерянности, какого-то кризиса. И работа памяти очень важна для всех поздних произведений. И в заключение я хочу сказать, деревенская проза 60-х-70-х годов вслед за Буниным отразила феномен кризиса, раскола русской жизни, русской ментальности. Здесь действительно писатели-деревенщики говорят действительно о каких-то родовых, да, общинных, о той сверхличной силе, которую ощущают герои этих писателей. Но писатели-деревенщики считают, что необходима личностная работа в русском человеке, которая возрождает чувство ответственности перед всем человеческим родом, спасительное чувство, по словам Достоевского. Позвольте на этом закончить нашу лекцию. До свидания.